Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Ретроградный Меркурий. Как повлияет на вас, на вашу жизнь, что принесет, что заберет и что по итогу останется. Время у нас непростое. Так все случилось и наложилось, что у нас с вами и коридор затмений, который продлится до 3 марта, и ретроградный Меркурий, который начинается сейчас 26 и тоже продлится по 20 марта. И также сегодня зеркальная дата. 26.02.2026. Да? Двоечка правит. Вот если все эти цифры сложить, это будет двойка. Число пары. Так что давайте посмотрим все аспекты, чего ждать, чему готовиться, как прожить этот ретроградный Меркурий и остаться в живых. Есть такое высказывание, что когда ты все делаешь правильно и ко всему готов, жизнь включает спецэффекты в лице ретроградного Меркурия. И все начинает идти шиворот на выворот. Но ничего, мы переживем. Это первый период ретроградного Меркурия. Нас еще с вами 2 в этом году ждут. Ничего, прорвемся, да, и не такое видели. Ну что, мои хорошие, загадайте, пожалуйста, так и спросите, что я должен знать, что я должна знать, входя в период ретроградного Меркурия, как выжить в этот период, как не навредить, но помочь себе. Пусть нужное и важное вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, чьи-то бывшие сразу повылазили. Ну вот правда. Если бывшие появляются, это точно ретроградный Меркурий. Да. Слон. Очень худой слон. Птица Феникс. Зуб. А вот это интересно. Это очень интересно. Что-то вы утратили, что-то вы потеряли, чего-то вы лишились. Ну, допустим, слон – это ваша энергия, это ваша финансовая стабильность, благополучие. Это то, что является вашей подушкой безопасности, да, ваше финансовое положение. У вас слон очень худой, прям истощавший слон. Видно тяжело, видно вот и доходы упали. Кто-то работу мог потерять, либо на работе такое творится, что уже и непонятно чего ждать. Да? Денег явно не хватает, с деньгами плохо. Жар-птица, она же птица Феникс, это напрямую говорит о вашей жизненной энергии, о ваших жизненных силах, о вашем здоровье. Где-то вы свое здоровье потеряли, на что-то потратили. Либо тратите в огромных количествах ежедневно и еле-еле ножки передвигаете. Зуб – родной человек. Ну, либо человек, который мог быть вам родным, но по какой-то причине, да, не случилось. Ну, либо разрыв с родным человеком, либо не случились отношения с тем, кто был любим и мог стать вам родным. Вы знаете, это всплывет. Всплывет. Вы не ждете, вы не думаете, а оно всплывет. Здесь, как знаете, вот мне идет ощущение второго шанса. Да? Второй шанс на отношения, на примирение, на восстановление вернется. Да? Либо к вам человек вернется, либо вы к человеку вернетесь. Будет дан второй шанс на примирение, на то, чтобы быть вместе, да, вот как родные люди, как родные, да, если это родственники, либо как родные любящие, если вот это пара, если это про любовь. Жар-птица, птица Феникс. Возможность все исправить, возможность вернуть свое здоровье, укрепить свое здоровье и летать. Не ножки еле-еле передвигать, а конкретно летать.
Жар-птица — это волшебная птица, она все может. И желание исполнит, и до солнца, и до луны долетит, и любую звездочку вам в клювике принесет. Ну а слон — это деньги, да, это материально, это стабильность жизни. Возможность откормить своего слона, накормить своего слона, накормить. Смотрите, если мы возвращаемся к тому, что у нас ретроградный Меркурий приходит в зеркальную дату, да, вот это же не просто отзеркаливание, это возможность посмотреть под другим углом, да, перевернуть, и возможность то, что было с другой стороны в прошлом, вернуть сейчас в настоящее. Мои хорошие, сегодня, 26 февраля, у вас есть прекрасная возможность загадать желание. И загадать именно то желание, которое вас сделает счастливым человеком. Понятно, что вы все разные. Кому-то вот прям любовь нужна для счастья, а кому-то деньги, да, в кошельке нужны, чтобы себя счастливым почувствовать. А кому-то нужно здоровье вернуть, да, чтобы не жить за бортом где-то, да, а участвовать непосредственно во всех аспектах и красках жизни. Обязательно загадайте, обязательно. Обязательно произнесите хотя бы несколько раз, а лучше, конечно, прописать и оставить в своих вещах. Это вам точно поможет. Зеркальные даты, они волшебные. Они могут что угодно и вернуть, и воскресить, и принести, и подарить, и наградить. Что угодно может случиться. Но у вас вот именно в 3 аспектах возможен возврат. Возврат, либо возвращение утерянного, получение утерянного. Смотрите, вот тут стрелка идет вверх, видите? Стрелка показывает вверх. Улучшение, прогресс, решение. Особенно вот для пары, я так понимаю, в личной жизни. Да? Вот тут люди, как будто бы они, что ли, дерутся, ругаются, друг друга толкают. Хотя люди друг без друга не могут, они друг другу нужны. Видите, у любящих людей, либо у судьбоносных людей, у суженых, да, идет развитие ситуации и улучшение отношений, как обновление, обнуление, пересмотр. Да, пересмотр старых обид, пересмотр каких-то неправильных позиций, которые вы в отношениях занимали. У кого-то вообще какая-то бесконечная притирка была, никто никому не уступал. А теперь наоборот будет желание угодить, не то чтобы уступить, угодить своему любимому человеку. То есть это улучшение отношений, а у кого-то наконец-таки уходят те перепоны, те барьеры, которые не давали вам быть вместе, да, какие-то камни преткновения, вот они уходят. Подводные камни уходят. То, что конкретно не пускало в отношения, да, спорные моменты, спорные там вопросы, треугольники уходят. Все-таки люди, вот кто друг другу по судьбе вместе будут, и сойдутся они вместе, либо встретятся, познакомятся, либо съедутся, либо договорятся именно в этот период ретроградного Меркурия. Дальше, мои хорошие, здесь какие-то документы показывают. Документы. Какая-то ошибка. Будет найдена ошибка в документах. Либо, в принципе, что-то с документом не то, да, неправильно составлено, грамматически неправильно, не туда подали, не туда отправили, не тот рассматривал, не так был понят этот документ, либо недостаточно было собрано документов. Смотрите, мне идет, что вы их назад получаете, и вам буквально говорят, что нужно то и то исправить, либо то и то дополнить, то и то изменить. Это не значит, что вам отказали. Это не значит, что все можете забыть. Нет, это шанс все исправить, дополнить, подкорректировать и уже подать как надо, как должно, чтобы в будущем не было проблем. Чтобы ваш вопрос максимально хорошо и удачно разрешился. Чтобы никто не смог подкопаться ни сейчас, ни в будущем. Понимаете, вот для этого возвращается. Вот мне идет, что будете работать с какими-то документами, с какими-то бумажечками будете работать. Сначала почему-то расстроитесь, как, знаете, земля уходит из-под ног. А потом, когда поймете, что это не против вас, а для вас, знаете, даже повеселеете, даже какой-то энтузиазм появится, да, энергия придет. Хороший знак. Дальше. Какие-то люди попритихнут. Люди
почему-то показывают, что очень большие рты у этих людей, что очень громкие люди, скандальные люди, агрессивные люди, люди, которые постоянно грязь из себя вытаскивают, либо грязью всех поливают, да, вот такие токсики, они попритихнут. И еще мне идет, что у них какое-то подавленное будет состояние, что эти люди буквально из таких агрессоров превращаются в каких-то несчастных овечек, как несчастные, запуганные, затравленные. Какое-то прям жалкое зрелище. Но для вас это все-таки хороший знак, потому что эти люди вас донимали, либо эти люди вас очень сильно раздражали, были триггерами, либо обижали вас своим поведением, своим отношением. Прям такие тихие, смурные, понурые, знаете, как люди-тени. Люди-тени ходят. Не ищите разгадку их состояния, так на них влияет Меркурий. Меркурий буквально, он их подавляет, да, подавляет, потому что эти люди должны осмыслить свои ошибки, потому что их поведение, оно абсолютно недопустимо. Нельзя быть таким негативным человеком, нельзя отравлять жизнь других людей, нельзя создавать такую клоаку, в которой они постоянно и сами варились, и других людей втягивали. То есть для них это период паузы, период переосмысления, там, где даже не хочешь думать, а мысли сами накатывают. Причем накатывают очень сильными волнами. И еще, у кого-то из вас отыграется, что такой дурной человек затесался в ваше окружение. И этот человек мастерски скрывал, да, очень так изощренно, профессионально скрывал свою истинную суть. То есть у вас могла быть какая-то подруга, либо друг, либо кто-то из родственников, кто буквально вас поносил вдоль и поперек, когда вас не было рядом. Да? Человек мог сливать о вас информацию, человек мог распекать вас при других людях, критикуя вас, дискредитируя вас, да? Какой-то гадостью заниматься. И этот человек максимально будет ходить таким сирым, понурым, несчастным, разбитым. Вы сможете увидеть, кто шельма в вашем окружении. Опять же, делайте правильные выводы. Поменьше общайтесь с этим человеком, поменьше раскрывайте свои мечты и планы, раскрывайте какие-то тайны своей личной жизни. Да? Просто вам покажет, ретроградный Меркурий покажет, кто слабое звено в вашем окружении, от кого нужно держаться подальше, кто максимальный токсик и кто ничего хорошего не привнесет в вашу жизнь. Наоборот, только лишь может какой-то негатив принести. И, скорее всего, приносил. Кстати, может, и даже не один человек, не один. Но, опять же, не расстраивайтесь. Главная позитивная вещь – это то, что эти люди, они переосмысливают, они раскрываются, они уже не могут продолжать свою негативную, грязную деятельность. Это хорошо. Дальше. Кому-то в бизнесе либо в работе будет дан еще один шанс, еще одна возможность. Но опять же, вы все разные, это отсыпка общая. Допустим, вы попали под сокращение. Ваши начальники могут передумать, либо могут предложить вам какую-то альтернативную работу в той же компании, в той же фирме, на том же предприятии. И тут, конечно, лучше согласиться, потому что времена сложные. И сложные они не только там, где вы живете, но и во всем мире. Да? Работу терять не нужно. Не нужно терять заработок. Пусть он и небольшой, но хотя бы он стабильный. Второй момент. Ваш бизнес по какой-то причине начал вас не радовать, а наоборот огорчать. И вы думаете, что надо закрывать, да, пока еще в трубу не вылетел, пока еще там можно как-то выйти более-менее оптимально, надо закрывать. И тут вы столкнетесь с тем, что в момент, когда вы решили все это закрывать, прикрывать, проснется спрос, проснутся покупатели, проснутся клиенты. Это второй шанс. Но опять же, нельзя продолжать, как было. Надо что-то менять в своем деле, в своем бизнесе. То есть, возможно, внести какой-то креатив, посмотреть новые модные тенденции, изучить вопрос спроса. Да? Люди чего-то хотят, а вы этого не даете, либо даете не в полном объеме. Вы можете быть самым лучшим мастером, самым лучшим специалистом,
у вас может быть суперкачественный товар, но люди хотят чего-то большее, да? А это большее вы не видите, либо просто не замечали. Работали по старинке, по накатанной. А в современном мире, в мире конкуренции, это уже как бы не вытягивает, да? Не дает того результата, который бы вы хотели. Вот. Изучайте, да? Углубитесь в этот вопрос. Изучайте маркет, спрос покупателей, поведение покупателей, тенденции. Не знаю, посмотрите каких-то футурологов, да, которые вот строят прогнозы по поводу будущего спроса, по поводу будущего интереса, будущих моделей каких-то, да. Поищите, посмотрите, вы обязательно найдете. Есть много людей, которые занимаются этим. Нельзя сидеть в том же болоте, иначе вы заквакаете. Надо соловьем петь и привлекать новых клиентов. Вот ретроградный Меркурий дает вам шанс свое дело в руках удержать, да? Но он же и обязывает, чтобы вы изучали, чтобы всесторонне рассмотрели, какие есть возможности, что вы упускаете, чего не видите, чего не додаете в своем бизнесе, в своем деле. Это важный момент. И еще, мои хорошие, вот кому-то из вас явно из прошлого идет не просто привет, но привет-приглашение. Вас могут позвать на предыдущее место работы. Вас могут позвать даже работать по вашей специальности, даже если у вас нет наработанного опыта. То есть вы когда-то там отучились, например, да, получили диплом, и вы не работали по специальности, а тут вот каким-то людям срочно нужен человек с вашим дипломом. И вас могут пригласить на работу. Но у кого-то, да, вы где-то когда-то работали, уже там 100 лет прошло в обед. Вот и бывший работодатель о вас вспоминает, да, им нужны кадры, а вы себя там неплохо зарекомендовали, а вас еще помнят, либо вас всегда помнили, и да, вам может прийти такое предложение. Это не значит, что вы возвращаетесь в прошлое, это значит, что вы начинаете новую страничку в своей рабочей деятельности, да, в своей карьерной деятельности. Все уже поменялось, все уже по-другому, и отношение будет другое, и деньги будут другие, да, то есть не стоит от этого отказываться, не стоит это избегать. Дальше. Вам ни в коем случае нельзя делать каких-то серьезных, дорогостоящих покупок, особенно все, что касается сложных девайсов. Да, это могут быть, ну что сложное, какой-нибудь компьютер, да, дорогой смартфон, даже автомобиль, да, вот эти электрокары всякие. Лучше отложить, пока коридор затмений не закончится. Почему? Потому что Меркурий ретроградный, он не только на людей давит, воздействует, тормозит, он также влияет и на технику. То есть буквально вы можете столкнуться, что вот купили новенькое, оно как бы не хочет работать, да? Оно не работает, оно ломается, оно вас раздражает, вы начинаете психовать, вы начинаете нервничать. Потом вы идете возвращать, да, либо вы хотите вернуть, а продавец начинает тупить, потому что на него тоже влияет ретроградный Меркурий. Там могут быть нервы, там могут быть стрессы, там может быть какая-то, вот знаете, такая нервная возня на пустом месте. Поэтому, если вам не срочно, вы можете обождать. Вот после 20 марта покупайте, что хотите. Покупайте и не переживайте, все будет замечательно. Вот. Но не надо в крайности впадать. И да, будьте готовы, что какая-то техника может вести себя не очень хорошо, да, может и не работать, и как-то капризно работать. А дайте дань должному, что это так Меркурий влияет. Он немножечко затормаживается, да, останавливается практически. Ну вот как-то так, да, все взаимосвязано. Это не против вас, это просто время такое. Время, которое нужно максимально сдержанно, спокойно, осмысленно пережить. Это время не остановки основных процессов, это время переосмысления и возможного перезапуска, да, по новым правилам, на новых возможностях, с новой подачей, да, перезапуститься там, где не получалось, либо где было тонко, где были узкие места. Вы можете все изменить. Изменить к лучшему, вот поверьте, к лучшему. Дальше, вот тут показывают сердце, все в насечках. И показывают людей, которые это сердце гордо несут на руках с левой стороны.
Но это точно будут появляться ваши бывшие. Смотрит меня мужчина, бывшие женщины. Смотрит меня женщина, бывшие мужчины. Мужья, жены, парни, девушки, да просто ухажеры, да, вот там случайные рандомные знакомые, ну вот у кого симпатия была к вам, вот прям прольются дождем изобилия. Сегодня в кофейной чашке я тоже подобное видела. Ну, там прям очень так сильно было показано. А здесь у вас не так сильно показано, но люди несут свое сердце. То есть очень много людей о вас вспомнят. Очень много людей, ну, буквально вам признаются в чувствах. Что вот чувства-то есть, они никуда не делись, они никуда не ушли. У кого-то это может завершиться даже каким-то скандальным моментом, да, особенно если вы в паре, если вы в браке, то ваш партнер нальется кровью и может вас очень сильно приревновать. Если у вас нет партнера, то о вас могут говорить, что вот вы ведете какой-то аморальный образ жизни, да, что вы там сегодня с одним, завтра с другим, а то и с двумя под ручку, понимаете, вот завистники могут говорить, особенно всякие там одинокие бабушки, да, одинокие женщины бальзаковского возраста, у кого прям никого нет, да, никто и не любил за всю жизнь. Вот из зависти могут ядом брызгать в вашу сторону. К этому вы тоже должны быть готовы. Ну и, конечно, морально вы должны быть готовы к тому, что вам придется вспоминать всех своих бывших. И некоторые воспоминания, возможно, не такие прекрасные, не такие радужные, а, допустим, болезненные. Да? И когда вы видите этого человека спустя какое-то время, то и эмоции могут нахлынуть. Да? Память может подкинуть самые неприятные моменты. Всегда помните, что все уже прожито. Это ваше прошлое, а сегодня совершенно другой день. Вот. Это не значит, что это повторится. Это не значит, что вам нужно опять переживать эти эмоции. Кстати, вы можете разобраться полностью со своей личной жизнью. Вы можете поставить точки там, где это необходимо, но кому-то и не точку, кому-то поставить запятую. Да? Возможно, человек возвращается в вашу жизнь, его зовет ретроградный Меркурий для того, чтобы вы действительно смогли заново сойтись и прописать свою новую историю любви, историю своих новых счастливых отношений. Потому что вы поменялись, вы стали более взрослыми, вы стали более осознанными, вы больше будете беречь и дорожить друг другом. Но вот по этому рисунку всплывут такие люди, которых вы даже и не сразу вспомните, но тем не менее они все будут всплывать. Лично, телефон, интернет, ну как бы да. Будет не скучно, будет интересно. Но только не поддавайтесь на эмоции, особенно негативные эмоции. Это категорически нельзя. Не занимайтесь саморазрушением. Помните, что вам дается шанс вернуть свое здоровье, вернуть свою красоту. А дурные эмоции, они могут загубить ваши начинания. Этот возврат могут загубить. Дальше, мои хорошие. Я вижу, что здесь люди соберутся по какому-то важному вопросу. И вот какая-то странная атмосфера, вроде все хотят, заинтересованы, да, нужно решать, нужно что-то делать, а у людей мозги как будто бы залипли, да, вот слиплись. Никто ничего придумать не может. Люди так посидят друг на друга, посмотрят и разойдутся. Разочарованные разойдутся. Потом еще раз соберутся. Опять посидят и разойдутся. То есть не ждите каких-то скорых решений. Их просто быть не может в ретроградный Меркурий. Люди могут хотеть, стремиться, пытаться, но решения как таковые, особенно серьезные, судьбоносные решения, приняты не будут. Не будут, понимаете? И не обижайтесь на этих людей, на себя не обижайтесь, если вы участник тоже такого мероприятия. Ну, такая данность. Сейчас нет дороги в будущее, сейчас дорога в прошлое. Для чего? Для того, чтобы вернуться, исправить, почистить, подкорректировать, изменить. Ведь то, что нас ждет в будущем, это последствия того, что мы сделали в прошлом. Ну, считайте, что это такая вот машина времени, когда можно вернуться по-быстренькому и все исправить.
исправить себе на благо. У каждого человека есть вопросы, есть такие истории, которые бы вы хотели подкорректировать и исправить. Потому что сейчас у вас есть знания, у вас есть опыт, и вы понимаете, где и в чем вы ошиблись. И вы понимаете, как нужно было поступить правильно. Вот ретроградный Меркурий, он дает каждому из нас попользоваться этой машиной времени. Нельзя упускать эти моменты, нельзя их игнорировать. Следующий ретроградный Меркурий у нас с вами будет летом. Он будет более слабый, менее выраженным, поэтому лучше сейчас. Лучше вот в начале года все покорректировать, поисправлять, внести свои правки и встречать свое прекрасное будущее. Без работы над ошибками будущее может стопориться и задерживаться. Особенно те желанные перемены, о которых вы просите и на которые вы надеетесь. Дальше. Вот у меня такая энергетика вот идет от этого песка. Она как будто бы не усыпляющая, а наоборот, как будто бы, не знаю, я ничего не чувствую, да. Может быть, да, энергетика умиротворения, спокойствия, какого-то, знаете, глубокого понимания процессов. Да, интересно. Но я хорошо цвет выбрала. Неплохо. На самом деле неплохо. У вас тоже такая энергетика будет. Прямо почувствуете, что вы менее эмоциональны, более сосредоточены и более внутри себя находитесь, да, чем живете для других, либо зависимы от чужого мнения. Так, еще вот с деньгами показан интересный момент. Верблюд, один горб торчит, другой горб на бок лег. То есть какие-то траты, либо у кого-то еще отыграется, что вы не только потратитесь, но и сэкономите, да, потому что что? Верблюд – это то животное, которое свои запасы носит на себе в виде горбов, да, бывают разные верблюды, бывают двухгорбые, бывают одногорбые верблюды. У вас двухгорбый верблюд, и один из этих горбиков, он истощился, да, он лежит на боку, то есть вы что-то можете оплатить, что-то можете выплатить. И также вы можете что-то финансовое вернуть. Допустим, если вам кто-то должен, либо какой-то финансовый вопрос очень долго не решался. Потому что ретроградный Меркурий – это также возврат и оплата долгов. Вот. Также, мои хорошие, у кого-то может быть и экономия. Экономия в плане сэкономите свои расходы. Либо расходов будет меньше, чем, например, вы ожидаете. Где-то вы можете получить скидочку, где-то, может быть, вы просчитались, либо кто-то просчитается в вашу пользу. Почему бы и нет? Такое тоже бывает. И это не случайность. Это так Вселенная хочет. Дальше, мои хорошие. Показан какой-то обряд, ритуал. Что-то вы будете делать для того, чтобы что-то закрыть. Что-то, что фонит и как черная дыра затягивает в себя хорошее. Может, это какая-то чистка, может, вы даже отпустите что-то, да, от чего-то избавитесь. Это может быть как классический ритуал, так и случайная комбинация действий, которая по факту и является ритуалом. Очень часто люди что-то делают, и они даже отсчета не дают в том, что они делают. Допустим, человек может наливать воду и о чем-то мечтать. Потом он эту воду выпивает. Это уже ритуал, это уже обряд. А если у человека еще есть способности, так это прям магия, настоящая магия. Но мне все-таки больше похоже, что вы осознанно делаете ритуал, либо чистку, что-то вот вы проводите. И избавляетесь от этой черной воронки, от этой черной дыры, которая в себя все всасывала, да, хорошее всасывала. Закроете. Осознанно, несознательно, но точно закроете. Буквально в тот же день, максимум на следующий день, вы уже ощутите эти результаты. Может, вы даже к специалисту будете обращаться, который вам эту черную воронку и дыру ликвидирует, заштопая, да, чтобы ничего хорошего от вас не уходило. Это замечательно. Это как поремонтировать свою жизнь, да, починить крышу, чтобы не протекала. А то с текущей крышей прям совсем неприятно. Дальше.
На период ретроградного Меркурия все ножи станут тупыми. Ножи, конфликты, да, когда люди начинают ни с того ни с сего ругаться, драться, обзываться, да, вот какие-то претензии. Люди будут заторможенными, люди будут такими немножечко не в себе, в полусонном состоянии. И это нормально, потому что Меркурий замедляется, влияет на живое, на людей влияет. Ну, что сказать, время передышки, либо время действительно по-хорошему, по-доброму договориться и убрать из своей жизни, из своего окружения все конфликты. Смотрите, очень многое зависит от вас. Да, бывают ситуации, когда нельзя прощать и нельзя примириться. Но бывают ситуации, когда лучше простить и примириться, и навсегда от этого уйти. Потому что от конфликтов ничего хорошего не происходит. Это нервы, это стресс, это потрясение, это упущенные возможности. А когда люди, пусть там не дружат, но хотя бы в более-менее адекватных отношениях, тут уже понимаете сами, да? И солнце ярче светит, и небо синее кажется, и мир поприятней. Так что воспользуйтесь этим периодом и помиритесь, либо договоритесь со всеми, с кем можете, с кем у вас были какие-то непонятные отношения, либо конфликтные отношения. Дальше. Вот тут показано, что вы можете разминуться со своей удачей. Почему? Потому что вы не поймете, что это ваша удача. Здесь либо конкретное недопонимание идет, либо у кого-то еще отыграется, что ну, вот вам неправильно говорят, вам неправильно объясняют. То есть вы не понимаете, либо вам неправильно объясняют. Вы можете разминуться со своей удачей. Что бы это ни случилось, во всякой непонятной, странной, мутной ситуации добивайтесь полноценного понимания. Прям докапывайтесь до костей, чтобы вы четко понимали, что происходит, и чтобы вы четко понимали, что вам говорят, что вам пытаются предложить либо донести. Вот мне показано, что вам буквально вот что-то идет, вот как в руках кто-то несет и готов вам это дать. А вы смотрите и говорите, а что это? А я не понимаю, что это. А вдруг это что-то ядовитое, да? А вдруг это что, бомба, да, какая-нибудь, либо какашка. И вы отказываетесь. И на самом деле это и есть ваша удача. Если вы возьмете, то да, вы удачу в жизнь пустите. Либо это удачный случай, да, удачное стечение обстоятельств. Это ваше везение. Это тот самый счастливый случай, который буквально вы вымаливали у высших сил. Тут он сам пришел, да, и вам кто-то принес. А вы просто не поняли, с чем имели дело и прошли мимо, либо просто отказались. Да, поэтому, чтобы такого не случилось, когда вам кто-то что-то предлагает, убедитесь, что вы правильно поняли, что вам предлагают. Потому что проблема может, как я уже говорила, не только в вас быть, но и в том, кто предлагает. Человек просто может не сказать, что это. Просто скажет, бери, а вы скажете, не знаю, что, не хочу, не возьму. И все, и вы разошлись, и вы свое потеряли. Вот до такого доходить не стоит. Это неправильно. И ближе к венцу показано, что вас кто-то найдет. Найдет тот, кто очень долго искал и никак не мог найти. И именно в этот период ретроградного Меркурия у человека получится. Может быть, даже сама судьба поможет. Да? Какая-то прям абсолютно неожиданная ни для вас, ни для него встреча произойдет. Вот как будто бы молния ударила. Да? Среди ясного неба гром и молния и ударила. Шок. Это шок. Но шок, который сменится радостью. Я не могу сказать, кто этот человек вам, либо кто вы этому человеку. Вы все слишком разные. Но то, что будет счастье после шока, это 100%. Это вам, наверное, такой подарочек, да, чтобы вы легче пережили это время. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.